Здравствуйте, дорогие друзья! Наша страна готовится к великому празднику, к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Этот день чтит каждый гражданин нашей страны. Этот праздник выражает наше уважение к героям страны, к защитникам нашего Отечества. Вооруженные силы Советского Союза разгромили фашистов, победили в неимоверно трудной, в кровавой войне. Но разве могло быть иначе? 22 июня 1941 года фашисты вероломно напали на нашу Родину. И с этого момента, с первого же дня, вся наша страна встала на защиту Родины. Каждый человек считал своим долгом попасть на фронт, и никто не остался в стороне ни словом, ни делом. Через 2 дня после начала войны в газете «Известия» было опубликовано стихотворение поэта Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная». Это стихотворение увидел композитор Александров. Он был потрясен до глубины души стихотворением и тут же сел писать для него музыку. Так появилась песня «Священная война». Уже 27 июня состоялась премьера песни на Белорусском вокзале, откуда уходили военные эшелоны на фронт. С первых тактов песня захватила бойцов, а когда зазвучал второй куплет, все встали и замерли, как при исполнении гимна. Песню «Священная война» пели повсюду. В тылу, в партизанских отрядах. Она звучала по утрам, сразу после боя курантов. Под эту песню по всей стране люди уходили на фронт. И в нашей родной Ухте собирались отряды возле старого городского военкомата, собирались, чтобы дальше отправиться на войну. И песня придавала им сил, мужества, вела в бой. Песня «Священная война» – это самая суровая, самая яркая из всех военных песен. Невозможно остаться равнодушным, когда звучит такая мощная музыка.
Коми внесла большой вклад в борьбу с фашистскими захватчиками. Наша республика поставляла провизию на фронт, в осажденный Ленинград, поставляла необходимые материалы и сырье для военных заводов, для транспорта, для железной дороги. А на полях сражений родину защищали 13 тысяч ухтинцев. Около 8 тысяч ухтинцев погибли. А на том месте, где раньше стояло старое деревянное здание городского ухтинского военкомата, был построен памятник, посвященный всем воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. День и ночь там горит вечный огонь. Сейчас мы услышим песню, посвященную всем героям, отвоевавшим победу. Песня так и называется «Вечный огонь». Впервые она прозвучала в кинофильме «Офицеры». Но, как это часто бывает, замечательную песню люди запомнили по первым строчкам. От героев былых времен не осталось порой имен. А мы будем помнить наших героев, и доживших до наших дней, и пропавших без вести, и награжденных высокими знаками воинской славы, и простых солдат, исполнивших свой долг. Послушайте эту теплую, задумчивую песню и вспомните своих героев. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Каждая строчка в этой песне как будто обращается лично к каждому из нас. Нет в России семьи такой, где бы памятен был свой герой. И в нашей семье тоже есть свои герои. Они прошли всю войну до самой победы, вернулись домой и прожили еще долгую, хорошую жизнь. Это наши дедушки. Безумов Василий Алексеевич И Вологжанин Михаил Иванович. Вологжанин Михаил Иванович – уроженец села Прокопьевка. Дедушка Миша был призван на фронт в августе 1941 года. он прошел всю войну, побывал в самых страшных битвах. Своим детям он не захотел рассказывать о войне. Слишком большим испытанием она стала для него самого. Дедушка был защитником Сталинграда. В битве за Сталинград дед получил серьезное ранение и был отправлен на лечение в город Сочи. А после этого он снова вернулся на фронт и прошел уже всю войну до самого конца, и он был одним из тех, кто брал Берлин. Мой дед был отмечен боевыми наградами за оборону Сталинграда и взятие Берлина. Безумов Василий Алексеевич
Был председателем колхоза в селе Великовосточное Архангельской области. Как председатель он получил бронь, но тем не менее он все же отправился на войну. Дедушка Вася был защитником Ленинграда. В мирное время он был охотником, умел маскироваться и очень метко стрелял. Поэтому его назначили снайпером, а затем разведчиком. Дедушка Вася уничтожил 17 финских солдат и снайперов, входивших в состав фашистской армии. Дед получил медали за отвагу, за оборону Ленинграда, орден славы 3-й степени, орден Трудового Красного Знамени, знак почета. Эти награды хранятся в Краеведческом музее моего родного города Нарьян-Мара. В память обо всех героях Великой Отечественной войны, в память об их великом подвиге, композиторы нашей страны пишут новые песни. И некоторые из песен нового времени стали неотъемлемой частью всех торжественных мероприятий, связанных с празднованием Великого дня, 9 мая. Одну из таких песен знает вся наша страна. Она так и называется «День Победы». Музыка этой песни широкая, торжественная, маршевая, а слова передают нам бескрайнее уважение к каждому человеку, который сражался и рисковал собственной жизнью, чтобы защитить нашу Родину. С первых строчек песня повествует о тяжелой судьбе всех тех людей, чью судьбу коснулось горестное и скорбное время. Любовь к Родине, уважение к солдатам и радость со слезами на глазах – это и есть то, что хотел донести автор в песне «День Победы». День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом права. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом трава. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом трава. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы, порохом промах. Это праздник сединою на висках, это радость
вас с великим праздником, с Днем Победы! Желаю, чтобы у вас было ясное небо над головой. Всего доброго! Всего доброго!